В акции «Безопасная трасса» были задействованы все посты ГАИ, сотрудники спецподразделений, спецвзвода госавтоинспекции. Их основная цель – установить нарушителей правил дорожного движения. Ну а дальше проанализировать, кто и как игнорирует основной свод правил. Изучая статистику этих мероприятий, пришли к выводу, что у нас, к сожалению, очень большой шквал нарушений, который происходит ежедневно, ежечасно. К сожалению, наши автолюбители не делают выводов, несмотря на то, что наши мероприятия ежедневно проводятся, количество нарушений не уменьшается. Наши автолюбители пренебрегают правилами дорожного движения. За время спецмероприятий, которые проходили ежедневно по всей стране, было зафиксировано 934 нарушения. В прошлом месяце за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии штрафовали 155 человек. За 19 дней января уже около 100. Руководитель ГАИ республики констатирует, чаще всего правила нарушают молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет. Мы хотели бы дать понять всем нашим гражданам, что превышение скорости, проезд под запрещающий сигнал светофора – это техника безопасности, при нарушении которого они попадают в группу риска попадания в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В прошлом году в результате аварии ранения получили 245 человек. 67 погибли, из них 4 детей. В сравнении с 2016 годом статистика свидетельствует о снижении числа дорожно-транспортных происшествий. Но глава ГАИ говорит о том, что учет происходящего на дорогах Абхазии неполный. У нас есть недочеты, над которыми мы работаем, которые необходимо исправлять. К сожалению, немножко она не стопроцентная у нас. Самое главное, мы это осознали, увидели и будем над этим работать. Работать для того, чтобы иметь явную, правильную статистику, на основании которой мы будем дальше строить наши планы. Если мы будем ее занижать с целью того, чтобы показать, как госавтоинспекция борется там, не знаю, с нарушением правил дорожного движения, как это у нас хорошо получается, но от нашего населения ничего не скроешь, население у нас небольшое. Все, чтобы не произошло, всем видно, всем ясно. Я думаю, это самообман. В ГАИ есть и такая статистика. Чаще других в ДТП со смертельным исходом попадают ВАЗы. На втором месте Мерседес, третьими идут БМВ. ДТП чаще всего происходят днем. Если человек у нас привык из Сухума ехать на Псо в течение 1 часа 20 минут или 30 минут, каждый пускай задумается, да, за которое время он примерно добирается от точки А к точке Б, он по счастливой случайности доезжает до туда целым. Почему? Потому что с такой скоростью за такое время, не нарушая, добраться невозможно. Решение продлить акцию «Безопасная трасса» принято не случайно. Как выяснилось, с момента ее введения автолюбители стали более дисциплинированными. Сотрудники ГАИ надеются, что это происходит не только потому, что в период действия акции в наиболее опасных участках главной автодороги разместили контрольные патрули для скрытого видеоконтроля. А возможно, на автовладельцев снизошло озарение, и они все же стали задумываться над тем, что даже небольшое превышение скорости и вроде бы незначительное нарушение правил дорожного движения может привести к самым тяжелым последствиям и даже гибели. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.